Приоритетной задачей силового блока Республики Ингушетия, в том числе регионального управления Росгвардии, на ближайшее время является обеспечение безопасности граждан при проведении выборов президента России. Это отметили в ходе встречи глава Ингушетии Юнусбек Евкуров и первый заместитель директора Федеральной службы войск Национальной гвардии, главнокомандующий войсками Нацгвардии Российской Федерации Сергей Меликов, который сегодня прибыл в республику с рабочим визитом. По словам Сергея Меликова, сегодня есть деструктивные силы не только в России, но и за рубежом, которые хотят повлиять на это масштабное политическое мероприятие. В то же время Сергей Меликов выразил уверенность, что выборы президента России в Ингушетии пройдут на должном уровне. В ходе протокольной встречи стороны также обсудили вопросы деятельности управления Росгвардии по Ингушетии. По словам главы республики, структура, которая сегодня дислоцирована на территории республики, не вызывает никаких нареканий. Это такой форум, на который сегодня могут и хотят повлиять деструктивные силы не только в стране, но и за рубежом. И, безусловно, мы должны к этому важному для всей России мероприятию подойти во всеоружии с тем, чтобы обеспечить реализацию конституционных прав каждым гражданином Российской Федерации, в том числе здесь, на территории Ингушетии. По той информации, которую мы с вами ежегодно получаем и мониторим, это прошлый год проведения выборов в Государственную Думу, проведения выборов в другие структуры нашего государства, достаточно благополучно складывается ситуация на территории Ингушетии. Люди научились жить и реализовывать права так, как им предоставляет наша Конституция. И я думаю, что у нас совместными усилиями получится предоставить им эту возможность 18 марта. Второе, Юнусбек Гунгеревич, это то, что мы на сегодняшний день продолжаем реализовывать план строительства войск Национальной гвардии. И за те подходы, которые вы определили в плане создания территориального управления и в плане развития нашей структуры на территории Республики Ингушетия, Виктор Васильевич тоже просил вам передать слова благодарности. Это и завершение строительства новой базы для ОМОНа, и те подходы, которые мы сегодня видим с вашей стороны с точки зрения укрепления кадровой составляющей нашего территориального управления. И, безусловно, мы в этом году будем продолжать все решать вопросы строительства и развития, безусловно, с участием главы республики и при полной нашей поддержке ваших действий. Спасибо. Ну и, конечно, хочется надеяться, что наше взаимодействие будет в дальнейшем укрепляться. В рамках нашей встречи в целом та структура, которая сегодня в республике дислоцирована, работает на самом высоком должном уровне. Все руководители на местах. У нас никаких ни претензий, ни замечаний, ни вопросов в негативном плане к ним нет. Наоборот, тесное взаимодействие, работа и понимание той обстановки, которая сегодня есть в республике. Поэтому вам за такой слаженный коллектив огромное спасибо. Ну и, конечно, для нас очень важно, что это новые дополнительные рабочие места, для молодежи особенно. Ну и еще есть одна просьба, пользуясь случаем. Я думаю, что вы поддержите эту инициативу тоже, с учетом того, что создана новая структура. Она с каждым днем набирает обороты и становится все мощнее и более ответственные задачи будут возлагаться. Нам бы хотелось все-таки увеличить кадровый состав для поступления в высшее учебное заведение по вашему профилю. И призыв по контракту, не только здесь в республике, но за пределы республики тоже призыв по контракту. Если эта возможность будет, мы бы подбирали бы людей, отвечали бы за этих людей. Ну и для молодежи такие хорошие рабочие места, и служба в армии, в том числе, это было бы такой полезной для них тема.